Одним из самых пристальных надзоров прокуратуры города является Жилищный кодекс Российской Федерации и другие законы, регулирующие вопросы жилищно-коммунального хозяйства. За последнее время прокуратурой города Якутска в сфере ЖКХ по городскому округу город Якутск выявлено 162 нарушения. Исполнен один протест на противоречащий закону нормативный правовой акт. В суд направлено 18 заявлений. Внесено 122 представления, по результатам рассмотрения которых 21 виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. К административной ответственности привлечено 19 лиц. Объявлено 82 предостережения. Городская прокуратура, путем подачи исковых заявлений, заставила окружную администрацию взять на баланс и начать процедуру, признания бесхозяйными сетей водоснабжения, а также водоотведения. Очень много осталось безхозяйных, так называемых сетей. Соответственно, поскольку это относится к вопросу местного значения городского округа, организация надлежащего тепла, вода, газа, электроснабжения населения, то соответственно, город обязан содержать данные бесхозяйные сети. Все наши исковые заявления судом были поддержаны, удовлетворены. И планомерно из года в год, у нас окружная администрация производит определенные мероприятия по поддержанию таких сетей в рабочем состоянии. В отношении теплоснабжения у нас федеральным законодательством установлены определенные требования по контролю и срокам рассмотрения обращений потребителей по вопросам надлежащего теплоснабжения. Была прокуратура города установлена, что такой порядок на местном уровне, не на федеральном, не на субъектном, а именно в городе Якутск он отсутствовал. Не было понятно гражданину, через сколько времени, через какие сроки, кто и когда должен заниматься его заявкой, которую он бы подавал, кем это разрешается, в какие сроки, кто контролирует получение ответа и вообще меры реагирования по этому обращению в части теплоснабжения. И в связи с этим прокуратура города было внесено представление в окружную администрацию, по итогам которого был разработан и принят порядок определенный. В случаях не терпящих отлагательства, у вас кипяток с батареей бежит, сосед заливает так, что достаточно дорогая техника, допустим, имущество в доме страдает, это оперативно должна заявка пойти в единую диспетчерскую службу ЕДДС города Якутска, которая по своим функциональным обязанностям должна довести данную заявку до управляющей компании, которая в свою очередь обязана принять определенные меры оперативно. На сегодня единой дежурной диспетчерской службой действуют правила работы согласно законов России. При поступлении обращения начальники смен службы обязаны зарегистрировать обращение, определить его характер, определить организацию в отопительный период в течение 3 часов с момента регистрации обращения, направить его копию в теплоснабжающую организацию и направить запрос о возможных технических причинах ненадежности теплоснабжения либо аварии. Дату отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб. ЕДДС – это орган повседневного управления муниципального образования город Якутск. Будем говорить, основной работой ЕДДС является координация работы ЕДДС муниципального образования в случае чрезвычайных ситуаций или каких-то серьезных аварийных ситуаций. ЕДДС создана для организации жизнеобеспечения граждан города. Вы можете подать заявки, которые несут под собой угрозу жизнеобеспечению или другого вреда вашему здоровью на телефон 1500 прямому и короткому телефону. Теплоснабжающая организация обязана ответить на запрос диспетчера. Если в установленное время в диспетчерскую не поступает ответ, служба должна проинформировать об этом органы прокуратуры. В случае ответа теплоснабжающая организация и ЕДДС в течение 6 часов обязаны совместно определить причины нарушения теплоснабжения, при необходимости произвести выездную проверку. При подтверждении фактов нарушения вынести теплоснабжающей организации предписание о немедленном устранении причин с указанием конкретных сроков проведения ремонтных мероприятий, а копию
предписания и обращения потребителя направить в соответствующую управу для контроля за исполнением предписания и предоставления окончательного ответа потребителю. Управляющая компания, несет определенную административную ответственность за ненадлежащее предоставление коммунальных услуг, а также услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома и по управлению им. Если управляющая компания дважды в год совершит аналогичное правонарушение, при всем, что первое дело об административном правонарушении вступит в законную силу постановления, то в случае повторного совершения аналогичного правонарушения, у управляющей компании возможна такая мера ответственности, как лишение лицензии на право управления многоквартирными домами. Также имеются иные меры, в том числе и право обращения в суд с исковым заявлением о понуждении управляющей компании устранить выявленное нарушение. Если потребитель не, доволен качеством оказываемых услуг, которые не требуют действительно оперативного реагирования, то он имеет право обратиться с письменным заявлением в управление Государственного строительного жилищного надзора. В случае же, когда гражданин недоволен работой данного управления, он вправе обратиться с письменным обращением в прокуратуру города Якутска. При этом обращение должно содержать обязательные реквизиты, а именно фамилия, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства и желательно контактный телефон, чтобы можно было бы с этим заявителем переговорить, если какие-либо необходимые сведения в обращении отсутствуют. Забыл заявитель указать, И, если жалоба, обращение требует обязательного проведения проверки, то есть запросом иной информации в иных органах, то срок рассмотрения данного обращения составляет 30 суток. А если обращение не требует обязательной проверки, в течение 15 суток прокуратура дает ответ на данное обращение. В случае же, если жалоба анонимна, не содержит описания надлежащего, нарушения законодательства, то, в течение 7 суток данное обращение будет возвращено заявителю для того, чтобы заявитель устранил недоделки и смог подать повторно данное обращение. Причем хочу акцентировать, что именно анонимные мы не рассматриваем, потому что непонятно, от кого и кому писать ответ, и почему, для кого, чьи права нарушены, По итогам рассмотрения обращений прокуратура города принимает полный комплекс мер прокурорского реагирования. Необходимо отметить, что все обращение должно содержать достоверную информацию о возможном нарушении прав в сфере теплоснабжения, жилищного законодательства, законодательства в сфере ЖКХ. И, соответственно, если будет выяснено, что в данном обращении содержатся сведения, допустим, затрагивающие права и интересы других лиц, или содержащие подложные сведения, то, соответственно, могут быть приняты решения вплоть до возбуждения уголовного дела. На территории городского округа города Якутска во всех управлениях округов, теплоснабжающих и обслуживающих организациях имеются назначенные ответственные лица по своевременному реагированию на обращения потребителей. В Российской Федерации имеется целая система органов государственного надзора за жилищно-коммунальным хозяйством. К ним относятся Министерство строительства, Министерство экономического развития, Министерство энергетики, Роспотребнадзор, Федеральная служба по тарифам, Федеральная антимонопольная служба и их территориальные органы, органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля, обязанные выявлять правонарушения в коммунальном хозяйстве, в особенности по заявлению граждан России. Сейчас граждане имеют очень большую возможность и способы обращения в прокуратуру города. Они могут как лично подойти в любое время в прокуратуру города Якутска, расположенную по адресу Халтурина, 4/1, свое письменное обращение послать почтой. Также они могут свое письменное обращение опустить в ящик для приема письменных обращений, который у нас тоже имеется в прокуратуре города. Кроме этого, можно воспользоваться
услугами электронной почты путем обращения через сеть интернет по электронному адресу прокуратуры города свое обращение отправить. Также возможно принятие факсимильной связью письменное обращение граждан. Согласно федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, может вынести следующие и принять следующие меры прокурорского реагирования. Внесение представления об устранении нарушений федерального законодательства, возбуждение дела о любом административном правонарушении, которое предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. В интересах граждан возможно предъявление исковых заявлений в суды общей юрисдикции прокуратуры города. Кроме этого, в целях недопущения возможных нарушений закона, прокуратуры города руководителям объявляются предостережения о недопущении нарушения федерального законодательства. Прокуратура Республики Саха-Якутия разъясняет. Вас вынуждают дать взятку? Или вы дали ее сами? Сообщите об этом в полицию, Следственный комитет или прокуратуру. Способствуйте раскрытию и расследованию преступления. Только в этом случае вы не подлежите административной и уголовной ответственности. В отношении вас могут быть применены меры безопасности с целью охраны ваших прав и свобод. Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прокуратура города Якутска разъясняет. Уважаемые родители, примите меры для ограждения детей от интернет-угроз и действий киберпреступников. Не дайте ребенку стать жертвой пропаганды насилия, наркомании, национализма, терроризма, суицидов, деструктивных сект. Основы воспитания детей закладываются в семье. Станьте другом своему ребенку. Эхо столицы. Польза в каждой странице. Читайте на этой неделе. Как делить квартиру с детьми? Станет ли Кошкин дом элитным жильем? Как не заработать штраф-задачу в лесной зоне? Во всех киосках горпечати с четверга. «Моя история» – самый масштабный мультимедийный проект в мире, ждет вас в Якутске по адресу улица Уткина, дом 5. Подробности myhistorypark.ru.